Вопросы пенсионной грамотности обсудили на минувшей неделе в Сосногорском филиале общественной приемной главы Коми. В формате прямой линии на звонки жителей отвечала начальник управления пенсионного фонда по Сосногорску Мария Сазонова. Большинство вопросов личного плана. К примеру, жители сомневаются в правильности начисления пенсий и индексаций. Мария Сазонова заверила, что личные дела будут пересмотрены, а информация будет доведена до заявителя. К слову сказать, пенсионная грамотность в районе повышается год от года. С населением в этом плане проводится большая работа. У нас есть неплохие программы, мы работаем очень плотно с молодежью. То есть мы выходим в третьем квартале, мы начинаем эту программу, как правило, в сентябре месяце, и выходим с лекциями в школы. То есть тем самым повышаем пенсионную грамотность молодежи. Но, соответственно, те, кто приходит в самоуправление, мы очень часто выходим в организации, нас приглашают в обществе инвалидов. Мы в этом квартале уже где только не были. Мария Сазонова подчеркивает, что вопросов у населения стало меньше. Единственное, возникает много вопросов, это когда какие-то внедряются новые законы. Да, тогда вопросов много. По каким-то старым, допустим, федеральным законам или старым каким-то проектам практически нет. Все доводится в клиентских службах, в принципе, доступно. О тех законах, которыми регламентируется пенсионное законодательство в России, есть подробная информация и на сайте управления. Важно отметить, что сотрудники пенсионного фонда по квартирам не ходят. Мы, безусловно, по квартирам не ходим. Мы эту информацию, конечно, выкладываем на сайт, потому что, когда начинают поступать звонки, уже 2-3 звонка, мы понимаем, что это уже массовость. И ни в коем случае не открывайте дверь, не предоставляйте паспортных данных, СНИЛСов, ничего. Всего за час прямой линии поступило около десятка звонков. Пятое место и бесценный опыт. Во всероссийском финале «Золотой шайбы» наши хоккеисты участвуют уже второй год подряд. Сначала победа в регионе, затем выезд в Россию. На этот раз в Сочи. В прошлом году мы выступали старшей группой, непосредственно тоже команда «Парма». Это ребята 2001-2002 годов рождения. В прошлом году мы стали 14-е, а в этом году мы достаточно высоко поднялись. Команда заняла из 60 команд по всей России, от Сахалина до Калининграда, заняла 5-е место. Тренер Василий Дишко отмечает, всероссийский турнир встретил хорошей организацией. Все команды жили в одном комплексе и пользовались олимпийским наследием. Но прежде всего получили бесценный и колоссальный опыт, который практически невозможно постичь одними тренировками. Мы побывали, плюс поиграли, получили удовольствие и отдохнули, пообщались. К примеру, мы встречались с такими командами уже второй год подряд. Мы встречались с командой из Сахалина, с командой из Уссурийска, с командой из Омска. Хотя уже в 2011 году мы с ребятами 99-2000 года мы были на финале в городе Омск. Но, тем не менее, для этих мальчишек это был опыт. Команды из Подмосковья, команда из Мордовии, команда из Мурманска. Это то, с кем мы встречались. То есть вся страна, 60 команд, 60 регионов собрались на этом фестивале. То есть здесь очень простой опыт, достаточно колоссальный, которого нам не хватает. На соревнования в Сочи семья Сазановых ездила вместе с сосногорской командой. И ни на минуту об этом не пожалели. В Сочи поразила нас организация этих турниров. Наши смотрелись на высоте. Проиграли только Рязани. Почти на уровне со всеми, Рязани проиграли, но будем стараться к лучшему. Добиваться лучших результатов. Если государство нам поможет, так еще будет лучше, наверное, на первое место выйдем. Родители уверены, благодаря хоккею у детей растет дисциплина, появляется собранность, развивается командный дух. Юный хоккеист Павел в этом спорте с 4 лет. Сейчас вместе с другими продолжает активные тренировки уже дома. Хоккей – это для меня, можно сказать, жизнь, как сказать-то, не только жизнь, оно для меня спорт, можно сказать. Что еще для меня это может быть? Он для меня все может быть. Но я бы посоветовала им заняться спортом, чтобы они не ели всякую чипсы, это все. Чтобы они приходили и занимались, можно сказать, как обычные люди. Прийти в спорт, который потом для кого-то станет большим, можно как в 4 года, так и в 10 лет. Как говорит Василий Дишко, было бы желание.
среду в Сосногорске будет облачно. Ночью -6, днем около 0 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду.